Лилия, расскажите, пожалуйста, как сложно вам далось решение приехать сюда на мастер-класс и почему все же вы согласились? На самом деле вообще нисколечко не сложно было решить ехать сюда, когда поступило предложение. Я в Якутии была в 2008 году, и спустя 16 лет я очень рада вернуться на эту землю, вновь оказаться здесь, вспомнить свои какие-то детские воспоминания, как все происходило здесь, как здесь начиналась моя карьера, с чего вот все, когда я еще такая совсем малышка, приезжала на соревнования. Поэтому для меня такая ностальгия, наверное, вернуться сюда, вспомнить те моменты, и для меня это очень ценно, и большая благодарность всем, кто меня пригласил, и всем, кто организовал сегодняшний день. Мгм. Ну, как вам ваш первый класс в Якутске сегодня здесь? Вот насколько отзывчивы дети? На самом деле дети очень отзывчивые, и это чувствуется, то, что все приветливые, не во всех городах, так скажу честно, и здесь прям чувствуется вот эта энергетика от детей, от тренеров, атмосфера зала, то есть она такая очень добрая, очень рабочая, и хочется пожелать, чтобы здесь все развивалось, чтобы здесь развивалась спортивная гимнастика, и чтобы гимнастика в будущем была обязательно представлена на играх Дети Азии. Мгм. Кстати, да, вот о детях Азии вы будете презентовать проект, да, «Будущий чемпион». Немножко расскажите о проекте. Что за проект, на что он направлен? Да, впервые сейчас будем пробовать наш проект, который будем проводить потом на играх Дети Азии. Вот, в этот раз такой у нас немножечко пробный вариант, как раз все попробуем, проведем. Он направлен на психологическое и поведенческое воспитание детей, вот, поэтому уделяем этому большое внимание, потому что сама проходила, и весь наш совет и союз спортсменов проходил, и мы, общаясь с ними, выявляем какие-то моменты, которые, к сожалению, там тренеры не успевают следить за детьми в плане воспитания каких-то вещей, потому что тренерская работа, она очень-очень сложная, и тренер просто не в состоянии там уследить за всеми моментами, поэтому очень важно, мне кажется, уделять именно такому проекту время, и чтобы детки получали образование, чтобы они учились, и чтобы они знали, как себя вести в разных ситуациях, связанных со спортом, в абсолютно разных ситуациях, которые могут происходить, могли в этом хорошо себя чувствовать и понимать, как действовать. А вот в каком формате это вот реализуется такое обучение? Это как уроки, да, будут проводиться или Но у как? нас будет как в основном беседа, то есть не формат, конечно, как ученик с преподавателем, что все так сидели, слушали, такого не хотим. Хотим, наоборот, чтобы было общение, чтобы был диалог с детьми, то есть чтобы все пообщались, они рассказали со своей стороны какие-то моменты, а я как чемпион, да, и другие там приглашенные гости, которые в будущем будут приезжать на этот проект, могли поделиться своей историей и научить детей, как действовать в ситуациях. Мгм. Ну вот что-то похожее было у вас на беседе, да, вот сегодня с детишками. Скажите, вы ожидали так много вопросов, такой заинтересованности? На самом деле вопросов много, и мне кажется, если детей не остановить, они будут задавать еще очень-очень много времени, и поэтому мне всегда хочется этому уделить большое внимание, особенно на мастер-классе, потому что все-таки тренировка — это больше такая мотивационная история, и вообще в целом мастер-класс. И сама понимаю, насколько это важно, когда приезжает человек, который уже чего-то добился, и делится с детьми, потому что в мое время приезжала так Света Хоркина, делилась своим опытом, я смотрела на нее, равнялась и стремилась. Это очень важно, потому что не всегда детям удается видеть, да, встречать чемпионов и общаться с ними тем более. Поэтому ценю очень такие моменты и стараюсь максимум передать детишкам какого-то своего опыта, насколько позволяет это время, возможность. Вот. И, конечно, проект в том числе это как дополнительное такое образование для детей, где они могут много услышать, пообщаться и задать свои вопросы. Спасибо большое, коллеги. Спасибо. Всего доброго. Мгм, спасибо.